Штаб по поиску двоих пропавших подростков в Уфе перешел в круглосуточный режим работы. Добровольцев, которые хотят помочь найти мальчиков, координируют в школе номер 40. Сегодня число волонтеров перевалило за 300. Работы продолжают полицейские и спасатели. Помимо лесного массива они исследуют реки на льду и под ним. Подробнее о поисковой операции расскажет Полина Затолокина. Тропа здоровья Воронки. Именно сюда, по словам родителей, должны были отправиться гулять мальчики. На следующий день в лесном массиве нашли их рюкзаки, но не на дороге, а ближе к берегу реки Белой. О пропаже Павла и Дамира, подростков 2010 года рождения, стало известно 31 марта. В первые 2 дня поисков спасатели осмотрели 6 тысяч квадратных метров акватории. Сегодня радиус работ расширили. Обследовали реку в районе спорткомплекса «Биатлон». В арсенале специалистов надувной спасательный мост и подводная камера. Бурим, проверяем каждые 5 метров. А также мы проводим поиски на судне на воздушном подушке. Сейчас пойдем вверх по течению. Будем проводить поиски там. Пока эти работы не дали результата. В штабе в школе номер 40 с замиранием сердца новостей ждет Гузель Адигамова. Мама одного из пропавших мальчиков вместе с поисковиками уже обошла не одну тропу. Заглянула в множество заброшенных зданий. Она лично благодарит добровольцев и уверена, с такой поддержкой сына и его друга обязательно найдут. Я верю, что дети живы. Я верю, что они найдутся, потому что поднят весь город. И спасибо Следственному комитету, и полиции, и волонтерам. В поисковый штаб прибывает все больше добровольцев. Отряды работают посменно и проходят четкий инструктаж. Обследуют как прилегающую к лесу территорию, так и пространство за рекой, поля. Там за дело берутся кинологи. Сейчас к нам приехали наши московские коллеги. Лиза Алерт пригласила все соседние регионы. К нам подъезжают люди. Они это специалисты, это картографы, координаторы, опытные поисковики. Они все могут водить людей и делать это очень качественно. На данный момент поисковые и добровольческие отряды прошли уже 800 километров. С сегодняшнего дня штаб работает круглосуточно. Такой режим сохранится, пока не появятся новости о пропавших мальчиках. Полина Затолокина, Виктор Миренков. Новости. Уфа.